Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжани совершил рабочую поездку в Гудаутский и Гагарский районы и осмотрел объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Количество койко-мест в российском мобильном госпитале увеличено на 20. При необходимости будут развернуты дополнительные места. Об этом сообщил начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов на встрече с министром здравоохранения Эдуардом Бутба. Завершилась акция посольства России по передаче продовольственных товаров и материальных выплат проживающим в Абхазии ветеранам Великой Отечественной войны. Глава администрации Сухума Бесланешба принял делегацию ТПП Пятигорска, находящуюся в республике, с рабочим визитом. Президент Аслан Бжани совершил рабочую поездку в Гудаутский и Гагарский районы и осмотрел объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Первым объектом, который посетил глава государства, была подстанция Бзыбь-220. На ремонтно-восстановительные работы подстанции заложено 543 миллиона рублей. Из них уже профинансировано 225 миллионов. Здесь уже установлен новый трансформатор. До конца ноября планируется установить еще один. После реконструкции максимальная нагрузка подстанции составит 250 мегаватт. Аслан Бжани также ознакомился с состоянием высоковольтной линии ПСО, где были повреждены опоры. Сейчас здесь установлено 5 новых столбов. Затем Аслан Бжани посетил подстанцию Гечрипш, ознакомился с ходом работ в парке Принца Альденбургского в Гагаре, где осталось уложить тротуарную плитку и установить столбы освещения. Все оборудование и материалы закуплены. Работы в парке планируется завершить к концу года. Аслан Бжани поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган исключить фирмы, которые раньше отвечали за этот объект из реестра, так как они не справились с работой, и более не допускать их к госпроектам. Президент также ознакомился с ходом работ в рамках инвестпрограммы по водоснабжению и водоотведению в Гудауте. По завершению поездки Аслан Бжани подвел ее итоги. Оценочное суждение я буду высказывать чуть позже. Мне нужно было увидеть самому, как реализовываются отдельные проекты инвестпрограммы в Гагарском и Гудаутском районе, для того, чтобы иметь суждение. В пятницу у нас будет большое совещание. Там я скажу о том, как я это оцениваю. Часть объектов, которые мы сегодня посетили, они финансируются инвестпрограммой. Часть объектов финансируется из нашего бюджета. Если вы обратили внимание, мы еще были в устье реки Псоу, там, где река Псоу впадает в Черное море. Это тоже нужно было мне увидеть, потому как идет процесс делимитации государственной границы, и потому как входит река в море, по серединной линии будут определяться границы нашего экономического шельфа. Там тоже есть вопросы, которые нам необходимо обсудить, и мне нужно было это все увидеть самому. То есть это не только инвестпрограмма, это наш бюджет и плюс вопросы делимитации нашей государственной границы с Российской Федерацией. Такие инспекционные поездки будут с определенной периодичностью. Мы просим российскую сторону увеличить объемы финансирования. Для того, чтобы увеличить объемы финансирования, необходимо научиться реализовывать в сжатые сроки и качественно те проекты, которые мы сегодня имеем, тот объем финансирования. Поэтому я этот вопрос беру на свой личный контроль. Будет проводиться штаб, который будет контролировать ход реализации инвестпрограммы. Этот процесс, считайте, что сегодня запущен. Эта линия, которую мы сегодня с вами видели, она была повреждена в результате штормового ветра. Наши специалисты из Черноморэнерго его восстановили, вы это сами видели. Вы видели подстанцию, где идет ремонтно-восстановительные работы, где идет увеличение трансформаторной мощности, и станция Гечрипш, где предполагается положить технопарк в последующем. Надо было самому это все увидеть, чтобы иметь реальное представление. Расширенный репортаж о рабочей поездке президента в Гудаутский и Гагарский районы смотрите в нашей программе 21 октября.
В центре Дамаска утром 20 октября произошел террористический акт. В момент, когда автобус с сирийскими военными проезжал мимо президентского дворца, сработали сразу два взрывных устройства. По предварительным данным, в результате взрыва погибли 14 военнослужащих. Десятки получили ранения различной тяжести, сообщают СМИ Арабской Республики. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили еще одно взрывное устройство. По некоторым данным, противотанковую мину, заложенную поблизости от места теракта. В связи с трагическим событием в Дамаске президент Абхазии Аслан Бжаня выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду. В Республике Абхазия разделяют боль сирийского народа и осуждают этот циничный и жестокий террористический акт. Прошу передать слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в соболезновании главы государства. Сообщение оперативного штаба по защите населения от коронавируса с каждым днем все тревожнее. 19 октября был поставлен очередной антирекорд по количеству заболевших в сутки. Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 836 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 226 из них. В стационарах республики проходит лечение почти 300 человек. 75 из них в тяжелом состоянии здоровья. Максимум по количеству смертей и инфицированных коронавирусом обновляют и в Российской Федерации. В связи с этим президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он также заявил, что регионы могут вводить нерабочие дни уже с 23 октября при сложной эпидемиологической ситуации. А при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Количество койко-мест в российском мобильном госпитале увеличено на 20. При необходимости будут развернуты дополнительные места. Об этом сообщил начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов на встрече с министром здравоохранения Эдуардом Бутба. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по противодействию коронавирусной инфекции, а также обеспечение медикаментами и кислородом госпиталей и всех ковид-отделений республики. Все подробности в материале Эсма Гуланзе. Министр здравоохранения Эдуард Бутба и начальник мобильного госпиталя Абдулмеджид Магомедов обсудили работу госпиталя. В частности, речь шла о лекарственном и кислородном обеспечении. Помню, прошлый год максимально у нас в сутки уходили 110, максимально 115 баллонов. В этом году в сутки уходят 260-280 баллонов за сутки, 40-литровые. Вот мы уже третий месяц работаем в Республике Абхазия. Не только там в течение дня, даже в течение 1 часа не было, чтобы у нас кислорода не было. Вот мы в 3 направлениях кислород получаем. Но получаем как? Если на одном объекте кислород на исходе, мы переключаемся на второй. Резерв всегда есть. Поэтому в этом плане никогда не было проблем. Вот я знаю, мы с вами разговаривали периодически по кислородным вопросам. Ваши машины едут на кислородную станцию. В сутки практически 4-5 раз бывает, когда они ротируют пустые баллоны. Даже 8 раз. 8-10 раз в сутки машина грузится, выезжает. К приезду пустыми баллонами уже стоят полные. Пустые выгружают, полные загружают. Это в течение 20 минут они подвозят. То есть по кислороду проблем нет? Никаких проблем нет. Да, мы владеем информацией о том, что российский мобильный госпиталь при необходимости будет расширен на 34 койки. Вот по этому формату как вы готовы? Я могу сказать, что дополнительные койки, почему мы добавляем, расшифровать не нужно. Поток больных идет, но к этому мы чуть позже вернемся. Я могу сказать, что я получил установку, что на 20 коек общей палаты мы уже развернули дополнительно. И планируем еще 5 реанимационных палат развернуть. Что касается питания, медицинского обеспечения, вообще тех условий, где проживают наши коллеги российские, может, какие-то есть сложности для того, чтобы руководство страны знало об этом? Эдуард Валерьянович, я, честно говоря, вот такие условия, как развернуты именно в том месте, где работаем, я не видел. Почему? Потому что нет никакого срыва. В плане питания, вот 3-разовое питание в разовой посуде приносят, что первое блюдо, что второе, что третье, своевременно в горячем виде. Больные, вот,
Мне лично на обходах говорят огромное спасибо, то, что вот так своевременно, как положено, обеспечивают питанием. И плюс вода организована. Любое время стоит у нас водовозка, которой набираем воду в день 2 раза, с утра до обеда и с обеда до вечера. То есть больные в плане питания получают все. В плане размещения в каждом номере имеется санузел, душевые кабины, отопление, ну, то есть, которые через обогреватели и через сплит-систему. То есть в плане обеспечения, в плане размещения больных вообще никаких проблем не испытывает. А в плане размещения наших коллег-врачей и обслуживающего медперсонала в этом формате? Обслуживающий персонал, частично врачи, медсестры и женщины находятся именно в том месте, в ковидном центре, они размещены. А остальной личный состав, который на обеспечении, находится от нас 300 метров наверху, где у нас дача, где тоже все организовано. Также имеются душевые кабины, обеспечено теплом, водой бесперебойно. Какие есть сложности для того, чтобы Минздрав мог своевременно и оперативно реагировать? Если какие-то есть вопросы, мы готовы обсудить. Я могу сказать, что у нас вот по сегодняшний день никаких проблем нет. Вопросы мелкие, которые возникают, тут же реагируют, молниеносная реакция. Вот в плане обеспечения медикаментами тоже вот Ахра Иванович, он постоянно на связи, круглые сутки. В любое время бывает, что я лично сам выхожу на него, когда экстренно нам что-то необходимо. Начальник управления транспорта, строительства и снабжения Минздрава Республики Ролан Гамисония рассказал о резервном количестве кислорода по районам Абхазии. В Гудаутах 10 тонн, это 1000 баллонов. Еще в ближайшее время прибудет с Российской Федерации, как обычно Епифановский нам заводит, да, бесперебойно. Но проблема на районной станции, как вы знаете, да, там большие ремонтные работы сегодня ведутся. Только я оттуда приехал, в Сочи приехали специалисты, занимаются, там один агрегат слабо работает, но он вполне может обеспечить инфекционную больницу. Так что в Ачимчирском районе, в КРБ, сегодня запас 50 баллонов, в Арчалах 10, но им больше и не надо. Вот им сколько нужно, у них все в Гаграх 50, так что проблем на сегодняшний день нету. Если сегодня-завтра восстановят районную станцию, это будет хорошо, и мы надеемся на это. Еще раз, в СВТИ сегодня у нас какой запас в СВТИ? В СВТИ 20 тонн, это 2000 баллонов. Несмотря на то, что кислородная станция на новом районе пока работает не в полную мощь, это не отражается на объеме кислорода в республике, отметил министр. Вчера приехали наши российские специалисты по просьбе абхазской стороны для того, чтобы разобраться детально, какие есть сложности в работе Новорайонской кислородной станции. Там стоят 2 установки, которые в общей сложности максимально могут выдавать в самые пики до 300 баллонов. Пока на данный момент специалисты работают над устранением ошибок. Наши партнеры из Российской Федерации, учитывая на большие сложности с кислородом, который есть в Российской Федерации, в Республику Абхазия завозится машинами жидкий кислород. Вот. Последнее, насколько я помню, с Азова была доставка жидкого кислорода. В Краснодарском крае сложности, отказы, в Новороссийске отказы, потому что увеличивается рост больных также на территории Российской Федерации. Но мы изыскиваем возможности, страхуемся, заполняем наши резервы для того, чтобы наши граждане ни на одну секунду не оставались без кислорода. Стороны поблагодарили друг друга за помощь и сотрудничество в борьбе с инфекцией. Российский мобильный ковид-госпиталь уже 2-й раз в Абхазии. За период с 18 августа военные медики приняли на лечение и консультацию более 1200 жителей республики. В лабораториях госпиталя проведено 7000 различных клинических исследований, в том числе более 3000 ПЦР-тестов. В работе госпиталя задействовано 100 медиков. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В связи со сложившейся эпидситуацией и возросшей нагрузкой на российский мобильный госпиталь, начальник военного медподразделения Абдулмиджид Магомедов обратился к населению с призывом соблюдать ограничительные меры и санитарно-эпидемиологические нормы. Хочу обратиться ко всему абхазскому народу. Заболевание коварное. Знаете, как оно тяжело протекает, тяжело подвергается лечению. Поэтому соблюдать все меры профилактические, которые уже установлены ранее. Носить маски в закрытых помещениях,
не сидеть долго, проветривать помещение, обрабатывать руки, носить перчатки. Если эти меры будут соблюдаться, я думаю, у нас больных будет поменьше, и нагрузка на медперсонал, вы сами видите, уже второй год без остановки идет. Меры, которые вы будете соблюдать, принимать, вы нам, работникам медицинской сферы, облегчите работу. Мы в плановом режиме будем работать. А когда в день, к примеру, к нам вот обращается человек 70-80 с одной и той же патологией, это тяжело. Поэтому хотелось бы, чтобы люди с пониманием к этому отнеслись. К другим новостям. Министр туризма Тимураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел ряд встреч с представителями бизнес-сообщества по привлечению инвестиций в туристическую отрасль, сообщает пресс-служба ведомства. По словам Хишба, туристический поток в нынешнем году существенно вырос. Наблюдается интерес к отдыху в Абхазии. Это, безусловно, отражается на желании инвесторов сотрудничать с туристическим бизнесом. В ходе поездки также состоялась встреча министра с президентом, основателем и основным владельцем группы компании «Пегас Туристик» Рамазаном Акпанар. Итоги работы таможенных служб во время курортного сезона текущего года, а также подготовки к предстоящему сельскохозяйственному периоду обсудили представители ГТК Абхазии и ФТС России в Сочи. На базе Краснодарской таможни, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи. Особое внимание было уделено вопросам ускорения процессов совершения таможенных операций и таможенного контроля перемещаемой продукции. Собравшиеся пришли к единогласному решению о целесообразности проведения подобных встреч, расширения информационного взаимодействия между таможенными органами для оперативного решения возникающих проблем. Кабинет министров установил новые закупочные цены на цитрусовые урожаи 2021 года. Как сообщает Апснепресс со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Артуша Сарибекяна, закупочная цена 1 килограмма мандаринов и апельсинов должна быть не ниже 21 рубля, килограмма лимонов не ниже 20 рублей, а килограмма нестандартных плодов цитрусовых не ниже 5 рублей. Также сообщается, что с сентября этого года из Абхазии экспортировано 252 тонны цитрусовых плодов. За аналогичный период 2020 года было вывезено 245 тонн, а в 2019 – 20 тонн. Цифровизация документов, создание единых реестров и баз данных. Министр юстиции Андрей Барцыц ответил на вопросы журналистов в пресс-центре Абхазского телевидения. Андрей Барцыц также рассказал о работе, которую проводит Минюст для защиты потенциальных инвесторов, о службе судебных исполнителей, о планах создания электронного научно-практического журнала на базе НИИ судебных экспертиз при Минюсте, где сотрудники министерства смогут публиковать свои статьи. Необходимо было понять, какой объем. В реализации концепции создания цифровых ИГРИП и ИГРЮЛ Министерство юстиции оказало очень серьезную поддержку Министерства по налогам и сборам. После того, как мы обратились к руководству МНС, мы достигли на тот период соглашения, договоренности о том, что мы будем готовить эту программу и создавать некую единую платформу для более быстрого и оперативного обмена данными. В рамках этих измышлений мы пришли к тому, что нам необходимо будет в перспективе создать некую тройственную систему электронно-цифровую, которая будет включать в себя 3 основных ведомства. Ну, в первую очередь, как регистрирующий орган, это Министерство юстиции, как первичное внесение данных. Министерство по налогам и сборам, которое автоматически сразу видит, что тот или иной индивидуальный предприниматель или юридическое лицо зарегистрировано и уже ожидает это лицо для постановки на налоговый учет. И промежуточно это органы госстатистики, которые должны присвоить соответствующие коды классификаторов деятельности. И в рамках вот этой вот единой системы, на наш взгляд, по итогу ее полномасштабного, полноценного внедрения, для непосредственно гражданина, который открывает индивидуальное предприятие, либо юридическое лицо, там совокупность граждан, открывающих юридическое лицо, будет намного комфортнее работать в рамках вот единой платформы. Пресс-конференцию министра юстиции Андрей Барцыц смотрите в нашей программе 21 октября.
В Сухуми завершила свою работу международная научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения выдающегося ученого, кавказоведа, доктора исторических наук, государственного и общественного деятеля Юрия Воронова. В конференции, которая проходила 2 дня, приняли участие ученые из Москвы, Сочи, Майкопа, Махачкалы. Воронов известен в научном мире как создатель археологической карты Абхазии. Юрий Воронов сумел найти границу между бронзовым и железным веком. Это изменило датировку многих памятников. До сих пор все кавказоведы пользуются хронологической таблицей Воронова. Его также интересовал момент выхода носителей скифской культуры на арену истории. Этой теме был посвящен один из докладов международной конференции. Одним из объектов его пристального внимания была эпоха Железного века и так называемый скифский период, скифская эпоха. Он интересовался очень живо взаимоотношениями скифских народов и народов скифского круга, которые были в основном севернее, на Северном Кавказе, в Северном Причерноморье, в степях и Закавказье, поскольку скифы ходили в походы в Закавказье, в Переднюю Азию. Он занимался и проявлениями здесь скифского влияния или присутствия, и в том числе скифским искусством тоже. У него тоже звериный стиль скифский, скифское зооморфное искусство было одним из объектов его внимания. Поэтому это впрямую связано с его научными интересами, вообще с, так сказать, масштабом его разносторонней личности, так сказать, и его разнообразными, так сказать, научными занятиями. Он является одним из примеров такого досконального и скрупулезного знания и материальной культуры, что очень непросто, потому что обилие памятников археологических, обилие погребений, поселений он изучал, элементов материальной культуры разных эпох. И то, что он это мог все выстроить в определенную историческую последовательность и общий поток развития Закавказья, и Западного Закавказья, Западного Кавказа, из его работ, из его исследований он постает очень выпукло. Поэтому это такой ученый-энциклопедист, который действительно на базе археологии реконструировал историческое прошлое. 20 октября исполнилось 105 лет со дня рождения известного абхазского ученого Шалвы Иналыпа. Историк, этнограф, кавказовед, фольклорист, литературовед Шалва Денисович Иналыпа всю свою жизнь посвятил служению науке. Он почетный член Адыгской международной академии наук, заслуженный деятель науки Абхазской ССР, член Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии, лауреат государственной премии имени Гулия. Научной работой Шалвы Иналыпа начал заниматься в аспирантские годы. Он постоянно совершал полевые экспедиции в села Абхазии, собирал нардские сказания и другие фольклорные и мифологические произведения, лингвистический, особенно топонимический материал. Особое внимание уделял историко-этнографическим материалам, которые впоследствии стали основой многочисленных статей и монографий ученого. Союз писателей Абхазии проводит онлайн-конкурс по сбору материалов о памятных местах, учебных заведениях и культурных очагах, связанных с абхазскими писателями. Конкурс проводится среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет. После его завершения в течение 10 дней жюри объявит итоги, по которым победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Онлайн-конкурс продлится до 15 декабря. Материалы можно присылать на электронную почту Союза писателей Абхазии. В городе Тхуарчал состоялись штабные мобилизационные учения Министерства обороны Абхазии с привлечением 1-го стрелкового полка резерва и комплектующим Тхуарчальским военным комиссариатом. В этом году мероприятие носит международный формат, поскольку в нем принимают участие военнослужащие российской 7-й военной базы, а также батальон из Южной Осетии. Учения завершатся 21 октября на военном полигоне Цибильды боевыми стрельбами. Сегодня то, что мы проводим в Тхуарчале, мы не проводили очень долго. Да, мы проводили учения с русскими недавно, это годиков 2 тому назад, я участвовал в этом мероприятии, я был командиром полка. Это все, вы знаете, это все полезно для нас. Мы же понимаем, что в 92 году мы оказались вообще ни с чем. Да? Наш город оказался в блокаде, и у нас не было вообще чем сопротивляться. То есть мы как могли заняли оборону, сопротивлялись. Но сегодня то, что проводится, это огромное
огромное спасибо Министерству обороны и всем тем, кто сегодня ребята участвуют в этом плане. Вы сегодня видели, техника в основном это принадлежит населению. То есть в случае каких-то таких в случае военного положения она автоматически переходит в состав первого полка. На сегодняшний день зафиксировано около 36 машин, которые находятся в нормальном ходу. В эти дни в Абхазии проводилась акция посольства России по помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Приравненных к ним участникам боевых действий, а также членам их семей, проживающих в нашей стране. В рамках акции материальную помощь получили 49 человек. Посол Алексей Двинянин лично посетил ветеранов Алексея Шоня и Валентину Шульгину. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Посольство России в Абхазии провело акцию, организованную правительством Российской Федерации по облегчению последствий пандемии COVID-19 для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С утра посол России в Абхазии Алексей Двинянин направился к ветерану ВОВ Алексею Шоне для осуществления единовременной материальной помощи и передать продовольственные наборы. С большой радостью и прежде всего благодарностью от всего советского народа, а сегодня российского и абхазского народов, хочу вручить вам конверт с материальной помощью от правительства Российской Федерации. Большое вам спасибо за все внимание. И, так сказать, небольшой, но существенный в нынешних условиях гуманитарный подарок. Спасибо вам большое за все внимание. Благодарны вам, ветеранам и Великой Отечественной войны, и Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, за то, что вы для нас сберегли и землю абхазскую, советскую землю, которую сейчас, часть которой занимает Российская Федерация. Вот мы, среднее и молодое поколение, признательны вам в первую очередь. Поэтому я хочу пожелать вам крепкого здоровья и самых долгих лет жизни. Знаете, что я прошу? Только без мучения, без мучения, чтобы на своей дороге пошел. В начале войны Алексею Шоне не было и 17 лет, но он решил добровольцем уйти на фронт. Юный Алексей попадает в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. Там будущие солдаты проходили общевойсковую подготовку. После обучения основным навыкам его направили в 24-ю гвардейскую дивизию. Именно в этой дивизии в 1942 году он участвовал в боях за Донбасс, Крым, Керчь, Киев и Ростов. В боях за Киев Алексей Шоне был тяжело ранен. Возвратился домой он в 1944 году и начал работать в Кутолской средней школе преподавателем начальной военной подготовки. Затем в Тхуарчалской шахте, где проработал до 1992 года. Сегодня он возглавляет Союз ветеранов ВОВ в Абхазии. Доброго здоровья! Доброго здоровья вам и всем жителям республики. Всем спасибо. Дай Бог всем жителям республики, чтобы вот эта болезнь, чтобы от Ингура до Псова, чтобы не видно было. Чтобы мы ее побыстрее вместе победили. Вот эти молодежь, все, до единого, больше 100 лет без головные боли. Все правильно, поддерживаем. Затем Алексей Двинянин направился к ветерану Великой Отечественной войны Валентине Шульгиной. Рад с вами встретиться, вы не забыли познакомиться. Старого ветерана. Да. Уже скоро 100 лет. Не забудем. Скоро 100 лет? Это вековой юбилей будем встречать. 22 января я уже буду иметь 100 лет. А вы, такую заботу проявили. Это надо же. Еще не проявили, Валентина Ефимовна. Как? Валентина Ефимовна, от имени правительства Российской Федерации, которое проводит сейчас в октябре акцию, я имею честь передать вам материальную помощь от имени Российской Федерации. Да. Что вы пришли ко мне? Вот нет, ну что вы. Меня... С пустыми руками ни в Абхазии, ни в России не ходят. Днями сижу одна. Оставаясь дома одна, я, как сегодня, вспоминаю эпизоды, связанные с Великой Отечественной войной, признается Валентина Ефимовна. Как начну со Сталинграда. И вот этот Сталинград пройду, все вспомню, вот, как там все было, это все. Пойду на Курско-Орловскую дугу. Там переберу, там у меня... Вы же участница Сталинградской битвы и на Курской дуге. Курской дуге, да. Это самое, там у меня 9 девочек погибло. Санитарок наших раненых. Я была на Курске, мы ездили, разострелили 4, когда еще Советский Союз был, нас из Германии. А потом пошла дальше Беларусь. Пользуясь случаем, Валентина Шульгина прочла стихотворение собственного сочинения.
Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победу ждали мы 4 года суровой и изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах, придет она, победная пора. Нас не сломили вражеские бомбы и не сгноили вражьи лагеря. В свою очередь Алексей Двинянин передал привет ветерану от ее друга Алексея Шония. Мы сейчас у него были вот вместе с коллегами, журналистами, телевизионщиками. Да, он вам персонально передает большой привет, желает доброго здоровья. Спасибо, спасибо. Да. Он тоже и мы все тоже. Кроме осуществления единовременной материальной помощи и продовольственных наборов, закуплена и передана ветеранам медицинская техника, а также бытовые приборы первой необходимости. По линии посольства были организованы ремонт нескольких домов, включая вот дом, на фоне которого вы снимаете сегодняшнее интервью. Это орденоносец, участница Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге в Великой Отечественную войну, Шульгиной Валентины Ефимовны, где мы сейчас были. До этого мы посетили председателя Совета ветеранов Шония Алексея Иосифовича в городе Сухум. Вот, к сожалению, не так давно один из ветеранов скончался. Тем не менее, мы охватываем, как я уже упомянул, членов семей ветеранов. У нас на учете состоят, в хорошем смысле этого слова, 25 ветеранов Великой Отечественной войны. Вот, поэтому я хотел бы еще упомянуть такой важный в плане борьбы с пандемией участок нашей работы по оказанию содействия. Это вот не только ремонтные работы, там, где мы могли это сделать, но и оказание помощи лекарственными средствами, креслами индивидуальными, инвалидными, а также лекарственными препаратами. Вот такая достаточно многосторонняя помощь оказывается правительством Российской Федерации через наши российские загранучреждения, включая, безусловно, посольство России в Абхазии. Практическая часть акции посольства России в Абхазии стартовала 15 октября и проводилась в Гагрском районе, а в период с 18 по 20 октября в Гулрыбжском, Гудаутском и Сухумском районах. В рамках мероприятия была оказана помощь 49 гражданам Республики Абхазия. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Глава администрации Сухума Беслан Эшба принял делегацию торгово-промышленной палаты Пятигорска во главе с президентом Ларисой Карташовой. Делегация ТПП регулярно бывает в Абхазии, и уже немало торговых и коммерческих связей налажено между местными и российскими предпринимателями. Об этом репортаж пресс-службы столичной администрации. На встрече с мэром Бесланом Эшба руководитель торгово-промышленной палаты Пятигорска Лариса Карташова отметила, что всегда включает в делегацию предпринимателей, чье производство может быть интересно и полезно Абхазии. Не первый раз в Абхазии, и я от нее теперь оторваться не могу, какие у нас идут изменения или какие направления мы реализуем. Я все стараюсь привести в Абхазию для того, чтобы здесь мы тоже могли рассмотреть, как можно применить. Глава администрации приветствовал пятигорских предпринимателей и выразил готовность узнать подробности о сферах, услугах и производствах, которые они предлагают. Добро пожаловать. Мы со своей стороны открыты к контактам, к сотрудничеству. Нам, конечно, очень интересно создавать предприятия, которые могут дислоцироваться на территории города, создавать совместные предприятия или посмотреть, что можно дальше, посмотреть по плану развития тех предприятий, которые уже существуют и так далее. У нас, как известно, собственного производства не так много. Мы нацелены именно на то, чтобы привлекать инвестиции и партнеров в создание собственного производства здесь. Мэр уточнил, что для инвесторов в Абхазии созданы максимально комфортные условия. Есть соответствующая законодательная база, среди плюсов и преференции в налогообложении. У нас масса документов подписана с Российской Федерацией, поощрение, защите прав инвесторов и так далее. У нас есть закон об инвестиционной деятельности. Вы попадаете под все эти категории. Если человек действительно настроен организовывать бизнес или искать рынок сбыта, Абхазия в этом смысле должна быть любому вменяемому бизнесмену понятна очень быстро. То есть, еще раз говорю, здесь не надо толкать кого-то, в том плане, что какой-то рынок отвоевывать, или кого-то выживать из рынка, или ценовой политикой заниматься, кого-то душить, где-то демпингом или чем-то еще. У нас фактически торгово-экономическая страна. Мы только торгуем, по большому счету, мало что производим. Любое маломальски организованное производство не сразу себя оправдывает.
Один из членов делегации рассказал о готовности поставлять фасовочно-упаковочное оборудование. Другой предприниматель из Пятигорска презентовал предложение о возможных поставках сборных конструкций детских, игровых и спортивных площадок. Беслан Эшпа пояснил, что уже на завершающей стадии заключения договора с чебоксарским крупным предприятием, суть которого – наладить производство подобных площадок на месте, в Сухуме. Подписали договор о побратимстве с городом Чебоксары. У них там есть огромное предприятие по производству детских площадок. Мы были там, встречались и обговорили, что мы производство организуем на территории Абхазии. Производство детских площадок и вот их всех спортивных. Но у нас цель, мы уже подобрали здесь место, где мы хотим это развернуть, производство и так далее. Мы уже на финишной находимся на самом деле, поэтому пока еще ни к одной площадке не притронулись по городу. Вот где-то мелкий ремонт и так далее. Мы хотим, чтобы это был местный продукт. И, в принципе, имеем предварительную пока договоренность. В составе делегации ТПП Пятигорска был всемирно известный авиаконструктор-новатор, летчик-испытатель высшей категории Александр Бегак. Он также изобретатель-создатель нового вида транспорта «Беголет», который ездит, плавает и летает. На встрече обсуждалась возможность использования изобретений конструктора как бюджетного электрического городского общественного транспорта. Я вам предлагаю такую историю. Вот она буквально родилась за счет вчерашнего дня, за счет поездок. Я изучил внимательно все документы, которые смог найти в открытом доступе. Я увидел проблемы, которые у вас существуют, проблемы с цифровизацией, определением локаций, цифровой модели города, безопасностью, открытыми источниками всяких и отходов, в том числе корректировок, самостроев. В завершении встречи президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирцхулава отметила, что приезд делегации ТПП Пятигорска всегда результативен, налаживаются долгосрочные контакты между бизнес-сообществами и выразила уверенность, что и в этот раз все так и будет. Амра Амич Байнала Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 21 октября в Сухуме состоится матч 18-го тура 3-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются сухумские «Нарт» и «Гагра». Начало матча в 15 часов 10 минут. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения и в системе «Спорт» и в соцсетях. МУП СУЭС доводит до сведения потребителей, что в связи с ремонтными работами 21 октября с 13 до 15 часов будет прекращена подача электроэнергии по улицам Сахарова, Гулия, Когония, Чочуа и на набережной Махаджиров. И сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 21 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +8 – 13, днем 14–19 тепла. Температура морской воды +20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.